В детстве, получив в подарок от отца ружье для подводной охоты, Владимир Федоров влюбился в подводный мир. За последние 3 года он провел более 30 успешных экспедиций. Жизнь рекордсмена мира проходит в туннелях затопленных пещер. А несколько дней назад о нем вновь узнала вся Россия, когда он достиг дна самого глубокого подводного ущелья страны под Голубым озером в Пермском крае. На самом деле обычному дайверу баллон не нужен. Он его и берет в дайв-центре всегда в прокат. Обычному дайверу нужен жилет и регулятор. Чтобы избежать рисков, дайвер-глубоководник берет снаряжение с запасом. 2 маски, 2 баллона, 2 ножа и 3 фонаря. В единственном экземпляре только гидрокостюм. Как рассказывает сам дайвер, открытие могло не состояться, так как на самой глубокой отметке его костюм дал течь. Вот у меня на последнем погружении как раз сухой костюм дал течь. И в самой дальней части он стал у меня затапливаться. При температуре 4 градуса, собственно, тяжело проходить 2,5 часа мне пришлось провести в затопленном костюме. Гипотермия была серьезная. Вот постоянно мысли, то есть всплывать и срочно ехать в барокамеру, либо еще можно потерпеть. Если бы я всплыл, я бы мог получить серьезное декомпрессионное заболевание, и какая-то часть мозга могла погибнуть. Спелеодайвинг мало похож на любительское погружение с целью поплавать с рыбками среди кораллов. В замкнутом пещерном пространстве таится множество рисков для одинокого ныряльщика. Задача, чтобы минимизировать расход газа на глубине, было и такое вот на Филиппинах. Ижевчанин не собирается останавливаться, преодолев самую низкую подводную отметку в России. Его ждут новые экспедиции и открытия. Я сотрудничаю с Институтом биологии южных морей. В этом году будет тоже исследование серьезное на Адлерских каньонах. Под водой там есть большие каньоны. Может быть, мы сможем найти эту гидрологическую загадку, разгадаем.